Всем привет, мои дорогие! С вами сегодня Астарта Сантиатара. Всех приветствую на своем канале. И небольшой анонс, точнее уже рекламная акция. Уже выложила я расклады на февраль месяц, прогнозы по знакам зодиака. Пожалуйста, обратите внимание, посмотрите. И послушайте обязательно вступление, рекомендации о том, как лучше смотреть эти прогнозы. И все остальные видео, конечно же, на отношения, на треугольники, ежемесячные, еженедельные, карты дня на отношения, тоже все в вашем распоряжении. Сегодня мы с вами будем делать расклад на дам цыганский на недельку с 20 по 26 января. Выбирайте свою даму, все как обычно, бубновая, трефовая, червовая, циферки 1, 2, 3. И еще у меня к вам вопрос, интересны ли вам эзотерические расклады, кармические, не знаю, чакровые какие-нибудь, есть ли негатив. Но опять же, не забывайте, пожалуйста, что это будут все-таки расклады онлайн. Это, как говорится, не первая инстанция, это не личная консультация, поэтому это немного, конечно, не то пальто, не тот калинкор. Ежели мы будем, например, делать с вами личные расклады индивидуальные, в индивидуальной консультации. В общем, жду от вас обратной связи по этому вопросу тоже. Пишите комментарии. Будем с вами общаться. И обратите внимание на вкладку сообщества, там тоже можно писать комментарии, я там буду выкладывать тоже объявления о следующих, либо уже о вышедших видео. И там тоже в комментариях будем общаться. В общем, затянула я, выбирайте свой вариант, переходим к бубновой даме. Ну что, первый вариант, дама бубновая. Заходите вы в период. В ранней дороге у вас были любезности некой дамы червовой. Партнером я вам назначила, кстати говоря, короля трефового, и вот он уже выпал. Итак, в ранней дороге были любезности дамы червовой, также король трефовый, ваш партнер собственной персоны, и некий казенный король. Также смотрите здесь, как может еще проиграться, что дама червовая была со своими любезностями и с такими благородными порывами в отношении вас. Также дама червовая была к вам со своим интересом, к вашим чаяниям и надеждам. Все это было в вашей ранней дороге. Так, дамы бубновые, на сердце у вас ваша ранняя дорога, под сердцем ваши хлопоты. То есть, смотрите, на этой недельке вы будете думать только о себе, о своих каких-то делах, задумках, планах, и будете продумывать, планировать, чтобы добиться это в самом ближайшем будущем, так сказать, быстро получить на руки. В голове у вас какой-то крупный важный разговор, и какие-то вы получили нечаянный большой интерес, нечаянный через интерес вашего партнера короля трефового. В ногах у вас переживаете вы за свое будущее, за дальнюю дорогу, и от этого всего у вас еще и раздражение. Тут, скорее всего, знаете как, просто такое подвешенное немного состояние, вы не знаете, что будет дальше, от этого переживания, от этого раздражения, нет покоя на сердце, на душе. Что было? Было в ранней дороге хлопоты и любезности дамы червовой. Также ваш партнер, король трефовый, был к вам со своими любезностями, к вам и к вашему интересу. Также здесь вы могли получить какую-то крупную сумму денег на той недельке, да, и важные бумаги, вот. И тут пустые хлопоты и злость. Но я думаю, что здесь у некоторых может проиграться не только злость, а просто если вы, например, практик-эзотерик, занимаетесь какими-то энергетическими практиками, да, чудите, магичите и так далее и тому подобное, то вот здесь тоже могли выпасть такие карты, которые показывали эту самую деятельность, такую вот легенькую, просто, не знаю, видимо, поддерживали вы то, что было сделано ранее. Далее, что будет? Ваш король
трифовый собственной персоной со своим домом и некий казенный король. Как тут может быть, что ваш король будет к вам всем своим душой, всем своим сердцем и домом, и благородно будет настроен по отношению к вам. Далее тут, смотрите, червовая дама с собственной персоной и может быть также червовый король. Но мы в прошлой раскладке видели, что все-таки там была червовая дама. И вот тут и дама, и король тоже могут проиграться с собственным домом, и также некий казенный дом. Также тут что может быть для некоторых, что вы будете переживать за казенный дом. Казенным домом может быть работа, не знаю, больница, адвокатура, все что угодно. Либо у меня часто показывает еще и мою работу вот онлайн, мой YouTube канал, когда я себе раскладываю, да, поэтому вот здесь могут быть еще и ваши переживания за свои проекты, за какие-то свои увлечения, хобби, за свою собственную деятельность. И также в ранней дороге у вас будет ваш партнер король трифовый и чаяние и надежды червовой дамы. Но также в ранней дороге может появиться некий и червовый король. Кто это, решать вам. Если третье лицо, то это может быть оно. Если нет такого, в принципе, то это может быть друг, брат, сват, кто угодно, опять же, червовым королем. И чаяние и надежды червовой дамы, как я уже и сказала. И основная линия недельки, вот она, червовая дама, опять у нас выходит на арену. К вам она со своим интересом. Ваш партнер король трифовый тоже со своими чаяниями и надеждами к вам, и он к вам с чаяниями и надеждами к вашим. То есть вы оба надеетесь, видимо, на что-то, что должно произойти, и будете за это дело переживать вдвоем. Видимо, может что-то обсуждать, планировать, думать с вашим партнером совместно. Итак, дамы бубновые, для вас. Будете злиться, раздражаться на собственные хлопоты, на себя, и дама червовая к вам со своими любезностями. Для дома, опять же, злость, раздражение и переживания за себя. Также тут может быть плохое самочувствие. Так же, как я и говорила, если вы практик эзотерик, то опять же вот эти самые эзотерические практики, магические практики, энергетические практики тоже тут могут идти. Далее на сердце у вас вы, и в ранней дороге у вас ваш партнер король трифовый, собственная персона и его интерес. Что было? Был король трифовый к вам со своей любовью, к вашему интересу. Опять же, да, получение каких-то денег, какой-то крупной суммы денег вы получили в прошлом. И какие-то могли быть ценные бумаги. И также некий казенный король. Тоже тут был в прошлом. Что будет? Будет дама червовая к вам со своими хлопотами, но хлопоты вы эти ставите ее пусто. То есть похлопотала она, похлопотала вам, в общем-то, все равно, как бы параллельно, индифферентны ее хлопоты в общем и целом. На пороге, что будет вот-вот, ваш партнер к вам со своими чаяниями и надеждами, червовая дама к вам со своим интересом, но почему-то она вас злит и раздражает. Также вы можете через интерес червовой дамы получить какие-то новости, какие-то сплетни, но такого некрасивого, раздражительного характера. И успокаиваетесь вы вашим партнером, королем трифовым, его ранней дорогой. Вот такой вот, дорогие мои дамы бубновые, единички, был расклад для вас на следующую недельку. Я желаю вам всего самого хорошего, любви, самое главное, процветания, здоровья, благополучия, успехов, радости, чудес, гармонии, в общем, всего-всего, чего вы сами желаете, чего вы сами жаждете получить, чтобы сбылось, чтобы реализовалось. С вами была Астарта Сантия. Я с вами прощаюсь, как обычно. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Переходим к дамам трифовым. Дамы трифовые, дорогие, расклад для вас. Партнером я вам назначила короля бубнового. И тут же сразу начнем с некого короля червового, которого мы здесь видим. Если это третье лицо в отношениях, то это он. Если нет, то это может быть брат, сват, друг, кто угодно, коллега по работе, дантист, не знаю, косметолог, все что угодно. Итак,
Заходите вы, вот этот самый король червовой собственной персоны, у вас была встреча с ним, все это было в ранней дороге. Также здесь была злость и раздражение на разговоры бизнес-характера, на денежные разговоры, и могли быть какие-то разговоры на работе такого раздражающего характера, вот такие вот, которые нервировали, да. Также тут были хлопоты, опять же, рабочие, бизнес-характера, делового, материального, финансового характера. Скорее всего, вот здесь, опять же, все это было на работе, связанное с вами. И опять ваш собственный дом идет, видимо, вот здесь вы... Знаете что, если у кого-то идет ремонт, к примеру, или вы как-то обустраиваете свой дом, либо думаете что-то где-то поменять, приобрести новую мебель, как-то по-новому обставить свой дом, вот тут могли быть покупки, вот тут могли быть хлопоты именно за дом. Итак, дама трефовая, на сердце у вас интерес этого самого червового короля, под сердцем вы сами. То есть вы думаете и содержите на сердце и в мыслях некого червового короля. Ну, дамы трефовые, кто это, решать вам, как я уже и сказала. В голове у вас какие-то пустые хлопоты и большой нечаянный интерес к некому казенному королю. Либо тут, знаете что, может быть интерес какой-то большой, крупный, нечаянно вы получили, но вроде бы как вам интересно, вроде бы вы как пусто ставите его. Ну, есть он и есть, но вот любопытненько, что же будет дальше, просто посмотреть. И казенный король. В ногах у вас ваш партнер король бубновый. И в ранней дороге был, опять же, червовый король и ваш дом. Если этот червовый король вхож в ваш дом, то он приезжал к вам, например, погостить. Если же нет, то тут просто идут два короля у вас в ногах. Кто это, что это за червовый король, опять же, решать вам. Что было? Этот червовый король был со своими любезностями к вам. И ваш партнер бубновый король был к вам со своим интересом, к вашим хлопотам и мог вам, например, презентовать, либо дать, поддержать как-то материально, какие-то денежки вам, в общем, вручить. Также у вас был какой-то крупный разговор вот с самой собой, если говорить дословно. Но здесь, я думаю, просто вы думали, размышляли, решали какой-то важный для вас вопрос, обдумывали сама с собой. Далее у вас был разговор с вашим королем бубновым, с вашим партнером. И этот разговор был такой вот эмоциональный, можно так сказать. В общем, вы за это переживаете, радеете, прям вот всей душой за этот разговор, за эту тему, за вашего короля бубнового. Тоже тут переживания. Что будет? Будет раздражение на короля червового, и он к вам со своими чаяниями и надеждами. Также тут может быть некая червовая дама тоже появиться. Но это будет не у всех. Скорее всего, это чаяние и надежда просто этого самого червового короля, который идет на протяжении всего расклада рядом с вами. Также здесь, смотрите, хлопоты вашего партнера короля бубнового в ранней дороге по отношению к вам. И смотрите, любезности ваши и любезности вашего партнера бубнового короля, в общем, друг к другу. У вас любовь, морковь. Вот тут вот в будущем будет такое вот приятное времяпрепровождение. Интим, конечно же, тут идет по этим двум картам, когда они идут рядом. Ну, такой очень приятный, страстный интим с вашим партнером. Также тут идет основная линия недельки, некий казенный дом, злость и раздражение на этот казенный дом. Хлопоты червового короля, будет он как-то, скорее всего, через его хлопоты, через хлопоты этого червового короля вы узнаете какие-то новости, какие-то бумаги получите, он постарается. Итак, последняя раскладочка для вас, трефовые дамы. Будет вас злить и раздражать червовый король. Все его любезности, все его хлопоты по отношению к вам вас будут злить и раздражать.
И ваш партнер король бубновый со своим интересом к вам. Для дома у вас разговор с вашим партнером королем бубновым и опять же любовь-морковь с ним. Интим. Тут, видимо, будут такие разговоры, связанные с вашими отношениями. И инициатором разговора, скорее всего, будет ваш партнер король бубновый. И с ним вообще на этой недельке должно быть все гладко, все приятно, все страстно. В общем, сами понимаете, на сердце у вас вы получили какой-то большой, нечаянный, крупный интерес, либо какие-то новости, какие-то бумаги, за которые вы будете переживать, родить. Вот сердце будет не на месте. Что было? Опять же, что-то вы обсуждали само с собой, что-то думали, что-то размышляли, что-то строили, анализировали для вас важное. И это могло, все эти разговоры самой собой могли касаться этого червового короля, но так проиграется не у всех. И опять же, разговоры разговорами с самой собой, и также хлопоты червового короля тоже по отношению к вам тоже здесь были. На будущее, что у нас выпадает. Хлопоты вашего бубнового короля, вашего партнера, некий казенный король, и вы будете хлопотать за этого некого казенного короля. На пороге что будет? Вот-вот. Какие-то пустые хлопоты, интерес червового короля к вам, но это вас будет злить, раздражать, либо через его интерес вы получите какие-то новости, какие-то сплетни такого некрасивого, неприятного характера. Успокаивайтесь вы, дорогие мои, королем червовым, его ранней дорогой. Вот такой у нас был расклад для дам трифовых на будущую недельку. И я желаю вам, конечно, любви, счастья, благополучия, процветания, здоровья. Пусть все реализовывается с легкостью, исполняется. Пусть жизнь будет полна чудес, вдохновения и красоты. С вами была Астарта Сантье. Как обычно, пожалуйста, пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Вот. Всем пока! Итак, третий вариант. Дама червовая, партнером я вам назначила короля трифового. Заходите вы в период, дорогие мои дамы, с неким бубновым королем. Кто это? Если это третье лицо в отношениях, кто это может быть? Он. Если нет, то это друг, брат, сват, коллега по работе, дентист, я не знаю, кассир в банке, клерк какой-нибудь, в общем, кто угодно. Заходите вы с разговором с этим самым королем бубновым. Далее этот король бубновый был к вам со своим интересом в ранней дороге, и вы за него хлопотали. Также вы были с интересом, ваш интерес был направлен на, во-первых, все-таки это масть вашего партнера, короля трифового. Вы с интересом были к любезностям вашего короля трифового партнера. Но почему-то оставили это пусто. Видимо, там какие-то хлопоты были бытовые, либо просто вы были со своим интересом, но были и бытовые хлопоты. Также тут может быть интерес к работе, к каким-то бизнес-проектам, новым начинаниям и так далее. Итак, дамы, на сердце у вас разговор с вашим партнером королем трифовым, под сердцем у вас интерес вашего партнера короля трифового. То есть что-то ваш партнер на этой недельке будет вас беспокоить. И вы будете и думать, и переживать за него. Также здесь идет раздражение на собственные хлопоты, и хлопотать вы будете за некого бубнового короля. В ногах у вас в ранней дороге был ваш партнер король трифовый и дом его. Если совместно проживаете, то ваш совместный дом. Например, дорогие, если вы так может проиграться у некоторых, что вы могли откуда-то вернуться с какой-нибудь поездки, с командировки, с отпуска, наконец-таки домой. Вот недавно, совсем недавно, и вернулись к своему партнеру и в ваш совместный дом. Далее, что было? Был какой-то большой крупный разговор с вашим партнером королем трифовым. Он был к вам со своими любезностями, но все это вы ставите пусто. Также тут может быть он к вам не с любезностями, а просто был разговор
такой ссора, скандал, но он, знаете, так бывает, когда партнер, вы к нему с претензией, с нервами, а он как бы своим в ответ к вам более спокойно, более сдержанно, чтобы весь этот большой крупный разговор и нервы не переросли в большой скандал. Вот тут могло еще вот так быть. Далее вы все равно злились и раздражались на хлопоты вашего партнера короля трифового. Если вы эзотерик, практик, энергетик и так далее, то здесь могли карты и это показать. Господи, я уже заговариваюсь, простите меня. Вы могли по его просьбе, через его просьбу, например, ему также погадать, либо провести какой-то ритуал и так далее. Но это может проиграться, но не у всех. А так, конечно, это злость на хлопоты вашего партнера. А далее вы были со своими чаяниями и надеждами к хлопотам бубнового короля. Что будет? Получите вы большой крупный нечаянный интерес через любезности этого бубнового короля, и от него же через его любезности получите какие-то новости, какие-то ценные бумаги, нужные вам, долгожданные. Также у вас будет разговор с неким королем бубновым, и в ранней дороге также в будущем будет у вас, во-первых, конечно же, король бубновый и некий король казенный. Если это не казенный король, да, казенными королями у нас кто выступает? Полиция, не знаю, медицинские работники, какие-то юридические работники, да, там адвокаты, опять же говорю, полиция, нотариат и так далее и тому подобное. Вот тут вы, кстати, могли обращаться просто к некому специалисту и что с ним обсуждать, какие-то решать свои вопросы. Основная линия недельки. Будет у вас встреча через чаяния и надежды трифового короля. Встреча у вас будет с бубновым королем. Свидание с бубновым королем. Либо здесь, смотрите, просто идет свидание с бубновым королем и чаяние и надежды вашего короля трифового, за что вы будете переживать, родить. И тут опять чаяние и надежда этого бубнового короля. Вот два короля, ваш партнер и некий бубновый король на протяжении всего расклада идут рядом с вами, и вы их содержите и на сердце, и в голове. В общем, что там происходит, вы можете примерить только сами на себя. Итак, последняя раскладочка для дам червовых. И для вас ранние дороги, и ваша, и бубнового короля. И причем дороги, скорее всего, это были совместные. И в ранней дороге также у вас был разговор с вашим партнером королем трифовым. Далее для дома у вас ваш партнер король трифовый, его чаяния и надежды, и разговор с ним. И также был разговор с неким бубновым королем, которого вы содержите на сердце. У вас получается любезности вашего трифового короля, бубновый король на сердце, и с бубновым королем какой-то был большой, важный, крупный разговор. Что было? Также хлопотали вы, через ваши хлопоты вы получили какой-то большой, крупный, нечаянный интерес за свои чаяния и надежды. Также здесь что будет? Будет у вас свидание и любезности бубнового короля. На пороге, что будет вот-вот, будет у вас такой неприятный, видимо, разговор с вашим партнером, трифовым королем, и чаяния и надежды вашего бубнового короля, да, кто это, опять же говорю, решать вам. В общем, он к вам со своими чаяниями и надеждами. И успокаивать, если вы какой-то новостью, какими-то ценными бумагами, связанными с вашим партнером, королем трифовым.
Но хочу вам сказать, дорогие мои, что такое ощущение, что здесь все-таки похоже, что есть треугольник. Двое мужчин и одна женщина. Вот если это так, и если вам интересно, то можете посмотреть расклад тоже на игральных. У меня есть на канале для любовных треугольников. И есть также любовный треугольник на Таро. Кому интересно, полюбопытствуйте. Я желаю вам всем, дорогие мои червовые дамы, гармонии, всего самого хорошего, любви, процветания, удачи, благополучия, здоровья. Любите, берегите, балуйте себя. С вами была Астарта Сантья. Всех благодарю, что были со мной. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. И до встречи в других моих видео.